Хайрлах Шамлар, доброго вечера. Это спецвыпуск «Бугунь». Мы продолжаем пока еще праздничные дни, поэтому сегодня один слот, один эфир. И наш сегодняшний гость, он единственный председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров. Хайрлах Шамлар. Хайрлах Шамлар. Озмыз сәлеміз, қайсы тілде лаф етежеміз, русча, украинча, крым-татарча. Крым-татарча болсын, сесеміз русчада geçe білірік. Давайте начнем с русского, можем потом перейти на крымско-татарский, чтобы было так, такой у нас миксовый телеканал. Первое, конечно, это был информационный повод, вчерашний референдум в Турецкой Республике и его результаты. Насколько я понял по Фейсбуку, вы уже поздравили с результатами турецкую власть. Я вчера, как и, наверное, вы и многие ваши гости в вчерашней студии, наблюдал за эфирами турецких каналов. Разумеется, для нас, всех, кто живет в Украине, особенно для крымских татар, очень важными являются события, которые происходят в Турции. И для нас еще более важнее, насколько Турция будет развиваться последовательно далее. Поэтому для нас всех референдум, который вчера состоялся в Турции, имеет, в общем-то, достаточное значение. Я не поздравлял никого. Я единственное в Фейсбуке отметил о том, после того, как результаты стали известны, о том, что турецкий народ сказал «да», и высказал пожелание, чтобы это все для нас было бы таким удачным, благополучным. Хайрлы olsun deyip. Я сейчас скажу, и, наверное, никто это не будет сильно оспаривать. Для крымских татар первая страна — это важна Украина, потому что Крым в составе этой страны, и для нас первая страна Украина. И не менее важная — это страна Турция, где наибольшая крымско-татарская диаспора, и исторические связи, и культура. Да? То есть как бы отношение к этим двум странам у нас всегда как аксиома. Это страны, даже не знаю, какое бы слово подобрать здесь, наверное, более чем родственные. Да? Но вот в этой сложившейся ситуации, конечно, сложный вопрос. Как вы оцениваете саму суть этой реформы? Я хотел бы для начала просто продолжить ваше размышление. Для нас чрезвычайно важно все то, что происходит у соседей Украины, нашего государства. И важно не только в контексте, скажем, турецко-украинских или венгерско-украинских отношений, но и в контексте, теперь уже последние 3 года, в контексте турецко-российских, венгерско-российских, я не знаю, польско-российских отношений, поскольку наши все бедствия последних лет, они исходят из той войны, которую Россия развязала против Украины. Теперь то, что касается вчерашнего референдума или сути тех вопросов, вокруг которых, собственно, и проводился референдум. И то, что референдум состоится, ведь, в принципе, не только турецкое общество, но и все мы знали достаточно давно. Во-первых, был длительный этап, когда говорили о том, что необходимо провести референдум. Потом состоялось решение о назначении этого референдума. Потом обсуждались те вопросы, которые надо вносить в Конституцию Турецкой Республики. Но если очень коротко сказать о сути этих вопросов, то практически Турецкая Республика стремится перейти к форме правления, когда президент концентрирует, в общем-то, не только власть в своем государстве, но и берет на себя особую ответственность за, в общем-то, дальнейшее развитие государства. Запитання від колеги Ірини Шевченко. Як ідея змін до Конституції по кримсько-татарській автономії просувається, в якому місці гальмо? Поки що гальмо в Конституційній комісії. Буквально декілька днів тому в мене була розмова з заступником глави адміністрації президента паном Олексієм Філатовим, оскільки на сьогодні головою Конституційної комісії України є прем'єр-міністр України пан Гройсман, а коли це все відбувалося, він ще був головою Верховної Ради, він має скликати Конституційну комісію і одразу з створенням робочої групи по напрацьовуванню змін
до розділу 10 Конституції України, я так розумію, що має бути також відбутися організаційне питання. Тобто, а прем'єр гальмує питання саме татарської автономії? Я хотів якраз цим завершити. Пан Філатов, який є заступником, секретарем одночасно Конституційної комісії, мені дав таке, щиру обіцянку про те, що от на цьому тижні, який вже наступив, до кінця тижня ми проведемо засідання Конституційної комісії. Поки що гальмується самою Конституційною комісією. На цьому тижні ми нібито збираємося наприкінці або в четвер, або в п'ятницю. Це питання, наскільки я правильно розумію, Павел Гольдін, професор біології і палеонтології з Криму, який переїхав сюди, такий давній друг кримських татар. А можно ли надеяться, что крымско-татарская автономия станет образцом европейского тюркского общества и локомотивом, который будет постоянно тянуть Турцию в Европу? Все буде залежати від того, як буде розвиватися власна Україна, у складі якої буде кримсько-татарська автономія, і це буде головним таким алгоритмом розвитку сам України, який він надасть кримсько-татарській автономії. Но мені хотілося б, значить, будемо вважати, що от таке питання, це є вже намагання визначити, знаєте, от параметри цієї автономії. Мені хотілося б, щоб кримсько-татарська автономія була, по крайній мірі, таким яскравим, знаєте, прикладом для тих держав, які створюють автономії, але при цьому майже знищують ті корінні народи. Власне, я говорю про Російську Федерацію. Російська Федерація сьогодні має низку автономних утворень, повноваження яких з року на кожний рік вони скорочуються. Вот такой сложный вопрос, я так понимаю, из Крыма. Руслан Абдураманов. В мире мы отстаиваем демократические принципы и свободу. Почему в Турции мы должны радоваться диктатуре? Я не думаю, что мы должны радоваться, огорчаться. Это не те, скажем так, характеристики, которые должны обозначать нашу позицию. Мы должны поддерживать позицию любого народа, который делает выбор в условиях, которые являются демократическими, в которых, если проводятся выборы или референдумы, мы можем огорчаться внутренне, или внутренне мы можем не соглашаться с результатами, но если этот выбор осознанный, мы просто их должны принимать во внимание, и мы должны с этим считаться. ОБСЄ уже краткую часть своего доклада украинского оприлюднило, и в ней достаточно резкие формулировки, как для ОБСЕ. Под сомнение ставится, то есть критикуется не только предвыборный процесс, да, очень часто ОБСЕ могло критиковать предвыборный процесс, но не ставило под сомнение результаты. Решение Центральной избирательной комиссии вчера засчитать голоса, которые без печати участковых комиссий попали в урны, ставит под сомнение и сам результат. И в целом оценка, что не соответствует позиции Совета Европы. Вот как быть в этой ситуации, когда турецкая власть очень чувствительна, и ее представительство тоже вот к любым оценкам происходящего? Я внимательно прочитал сегодня выводы, те, которые опубликованы на официальном сайте ОБСЕ. Я не знаю, будут ли это окончательные высновки, но выводы. Но там нет, скажем так, оценки неприемлемости тех выборов, которые состоялись, но есть достаточно большая критика, в том числе о несбалансированных возможностях разных сторон в части, вот, как и вы сказали об этом, предвыборный период. Там указано о том, что в этот период существовало чрезвычайное положение и были ограничены ряд возможностей, которые характеризуют права и свободы людей. Да, соответственно, возникает много вопросов по поводу тех решений, скажем так, по нашему ЦВК, чтобы было понятно, в части тех бюллетеней, которые выдавались избирательными комиссиями без соответствующего оформления. Но я обратил внимание больше на уже оценку госпожи Меркель, канцлера Германии, потому что они тоже везде ждали выводов первых ОБСЕ, и я соглашаюсь вот в той части, но я особо соглашаюсь с той частью, там у меня... Кстати, я пропустил оценки Меркель, увидел, что они появились, но не успел. Да, она сказала о том, что вот такое, знаете, вот та пропорция, которую мы наблюдаем, она возлагает особую ответственность за дальнейшее развитие Турции на современное руководство. Да? Вот с этим я соглашаюсь, как говорится, абсолютно.
Когда вот вы второй раз говорите об ответственности, в том числе один раз это оценки Меркель, вот это как нужно понимать? Это, то есть не спешить с реализацией этого результата или понимать, что никакая, даже чрезвычайное положение и те неравные условия, которые реально существовали, они все равно не преломили, и результат не оказался таким ошеломляюще в одну из сторон, да или нет? И как быть? Я попытаюсь немножко вот привести как бы, аналогию с нашим государством, Да. с Украиной, да, хотя я понимаю, что я потом вызову очень много критики, наверное, в свой адрес. Я считаю, что вот в нынешней ситуации, когда мы в состоянии войны, в целом вся наша власть, она не соответствует вот тому уровню требований, которые ситуация предъявляет. И это во многом заложено, собственно, полномочиями, которые расписаны законом, и практически позволяет каждой ветви власти уходить от ответственности и за решения, которые надо принимать, и тем более от ответственности. Турция, и многие государства, особенно в результате вот таких больших таких тектонических политических вот изменений, которые происходят последние годы, и опять же, не последнюю очередь в связи с действиями России, да, она тоже стоит перед очень многими вызовами. И поэтому мне лично я бы не пожелал бы ни одному другому государству, тем более нашим стратегическим партнерам, оказаться вот в ситуации такой неопределенности, как часто оказывается украинская власть. Особенно вот парламент, взаимоотношения с президентом. Но в то же время я соглашаюсь с теми, которые говорят о том, что концентрация власти – это не только большая ответственность, но это очень большой риск. И поэтому вы как будто угадали то, что у меня в голове. Да? Если бы меня спросили, что дальше делать турецкой власти, я бы сказал, надо посмотреть, может быть, на, скажем так, баланс ответственности, который в тех же Соединенных Штатах, на модель которой, в общем-то, Турция сейчас как бы молчаливо равняется. Я вчера видел аналитику, что ни одна страна так и не смогла скопировать эту американскую модель, в том числе Латинская Америка, где... Я бы не стал даже копировать, я бы просто сказал о том, что при сильном, сконцентрировавшем власть президенте парламент не может быть придатком. Парламент придаток – это всегда опасность для демократии. Угу. Такие процессы... Давайте вот так скажу. Но при этом у Эрдогана и у Турции, знаете, почти 50% против, но и 50% за, и они тоже правильно, скажем, справжние, да, украинскую 50%, и есть результаты, которыми за 15 лет страна, и эта власть, и эта партия, конечно же, могут гордиться. Вышел прекрасный материал бывшего украинского посла Сергея Корсунского по вчерашним событиям, и он привел пример, что очень многие демократические изменения в стране произошли именно при партии справедливости и развития, в том числе и отмена смертной казни. Может ли это украинскую надыхнутую и в Украине власть опять менять модель и отвечая на ваш вопрос таким образом, разбалансировано, то есть как бы президент не может принимать некоторые решения, потому что они в компетенции парламента. У парламента постоянно нет большинства и нет возможности сконцентрировать, чтобы принять адекватные решения. Это касается даже по крымско-татарской автономии. В любой момент вам президент может сказать, вот не хватает 226 и не хватает 300 для следующего решения. А, например, Эрдогану сейчас это не нужно. Он может по этой, например, конституции определять полномочия. Он уже не может так сказать, потому что он обязан. Да, он обязан. У него есть одна из статей, 126, например, статья Конституции Турции позволяет ему определять полномочия административно-территориальных единиц. Возможно, Порошенко захочет таким путем пойти. Но вы знаете, вот здесь как раз это та ситуация, которая не зависит, скажем, от моего желания или нежелания. В Украине больше такой негативный опыт или такая тяжелая кредитная история с точки зрения, сколько раз мы уже последние, да, наши с вами жизни, истории, да, изменения в Конституцию, концентрация парламентско-президентская, президентско-парламентская, и никогда, к сожалению, это не заканчивалось благополучием, успехом каким-то, да, и поэтому в украинском обществе вообще недоверие к любым таким переформатированиям, оно очень большое, и сопротивление, наверное, будет очень большим. В Турции, вы совершенно сказали, в Турции там есть не просто положительный опыт, но этот положительный опыт все-таки во многом ассоциируется именно с Эрдоганом. И поэтому я допускаю, что на референдуме те, кто осознанно сказали «эвет», тобто «да», они по большому счету, может быть, и не особо вникали в эти все 18 поправок. Они просто выразили доверие Эрдогану, потому что в прошлые годы они довольны результатами. Представлен законопроект, он есть на сайте, и многие могли ознакомиться, у нас даже был один из эфиров
касательно статуса крымско-татарского народа, насколько, как вы прогнозируете его прохождение через сессионный зал? Ну, вот еще мы ждем эту неделю, поскольку 14 дней проходит, и потом уже будем рассматривать на заседаниях постоянных, на заседаниях комитетов Верховной Рады Украины. Я предвижу большие дискуссии. Угу. Все, вы больше не хотите комментировать это? Ну, вы знаете, буквально я сюда ехал к вам, и один из наших соотечественников мне написал о том, что на 112 канале сегодня была, может быть, вы сейчас помните, и наши телезрители, госпожа Герман. Анна Герман, которая была одним из заметных политиков администрации президента Януковича. Угу. Да, и, скажем так, она выразила достаточно, крайне такую негативную свою оценку такой идеи, поскольку она в этом видит, с ее слов, она в этом видит риск для Украины. Вот, пожалуйста, вам одна из позиций. Анна Герман, во-первых, представляет именно прошлую власть непосредственно Януковича, и к тому же она и депутат парламента. Сейчас речь идет о раскладах сил в парламенте, как вы чувствуете, по своей фракции Блок Петра Порошенко и по ваших партнеров из Народного фронта. Я просто упомянул ее, поскольку это самое свежее, вот пока я ехал к вам, да, возможно, и не надо было бы, может быть, именно ее отношение, оно не будет особо влиять, но так как она думают часть депутатов, которые в Верховной Раде. Я хочу сказать, что оппозиционный блок вообще никогда не голосует ни по каким документам, ни по заявлениям, ни по постановлениям, ни по законам, которые имеют хоть каким-то образом отношение к крымским татарам. Я не помню заявлений, и где, скажем так, признавалось преступление с 1944 года геноцидом, где были просто обращения в адрес международных институций, они просто уходят от этого. Я думаю, что будут дискуссии внутри и фракций, которые входят в коалицию. Но мы готовимся к этому, мы будем об этом говорить. Но вы здесь абсолютно правильно сказали, в нашей современной политической жизни очень большое и, наверное, исключительное значение имеют мнения ведущих политиков, сигнал от которых для фракции являются очень существенными и важными. Это президент Порошенко, это господин Яценюк, господин Лешко, «Самопомощь» фракция. Кстати, вот интересная позиция небольших фракций, где сразу можно понять, это Лешко, «Самопомощь» и «Батькивщина». Вот у них как отношение к этому законопроекту. И велась ли с ними работа? Мы разговариваем с своими коллегами, скажем так, мы все находимся в процессе такого обсуждения. Я все-таки надеюсь, как минимум, если та или иная фракция, буквально одна, может быть, две, не смогут принять консолидированное решение, возможно, они все-таки примут решение, чтобы депутаты этих небольших фракций голосовали индивидуально. Рифат Бей, есть ли понимание у политикума, что если он не найдет 226 голосов в парламенте для этого законопроекта, это пока даже не крымско-татарская автономия, а о статусе крымско-татарского народа, то все остальные заявления и постановления, которые принимались, они политические больше, не будут восприниматься крымско-татарским сообществом, особенно его большинством, которое живет на оккупированной территории, как українською щирі і чесні впродовж цих останніх 3 років. Ну, видите, Осман Бей, вы этот политикум знаете украинский, но не хуже, а может быть в некоторых проявлениях лучше меня. Вы журналист, у вас есть своя методика, анализы и все остальное. Я бы просто здесь сказал бы немножко о другом. Мне, честно говоря, особенно тех, которые высказывают определенные сомнения, я бы их призвал бы думать не о крымских татарах, не о крымской автономии, а об Украине и о будущем Украины. И именно в контексте вот того вооруженного противостояния, которое сейчас происходит с Россией. Если они так будут думать, то они обязательно придут к идее крымско-татарской автономии, потому что другого, более эффективного, ну, скажем так, механизма, инструмента, чтобы возвратить Крым, я не вижу. Я могу сослаться, меньше всего я хотел бы сейчас говорить об этом, потому что в каждых предложениях есть слабые стороны. Возможно, вы несколько дней назад видели предложение господина Бжезинского. Не видел, кстати. Господин Бжезинский последние годы делал ряд предложений по Крыму, которые в одних случаях нами категорически не воспринимались полностью,
В других случаях там какие-то моменты, они были интересными, но другие были спорными. Недавно он сказал, буквально несколько дней назад, я, честно говоря, сейчас я вам не скажу источник, но это перепечатали практически все более-менее заметные украинские ресурсы. Позиция его состоит в том, что в среднесрочной перспективе возможна ситуация, когда Крым будет не российским, но и не украинским. Пока. И, возможно, придется искать формат, который бы, скажем так, обеспечивал бы права всех тех людей, которые проживают в Крыму, и он особо акцент сделал на крымских татарах. Через право крымских татар на самоопределение. Это слова Бжезинского. Я думаю, что если этот закон у нас будет провален, я хотел бы исключить, я думаю, что сразу другие подберут эту идею. Я не исключаю, что ее подберет Москва. Идею не российского, не украинского? Нет, идею, скажем так, использования крымско-татарского фактора. Москва это может сделать в более совершенно иных формах и наиболее циничных. Цинизм будет заключаться в том, что декларативно это будет очень красивая обертка, по сути это будет все выхолощено, но она может подобрать эту идею, но все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация по отношению международного сообщества к России. Вы призвали думать сейчас о этой части политиков, которые сомневаются не о крымских татарах, а о будущем самой Украины, да? У меня есть ощущение... Я их не призывал, я просто хотел показать о том, что настолько мы все взаимосвязаны, что нельзя думать о благополучном будущем крымских татар, не думая о будущем Украины. И наоборот. У некоторой части ощущение, что Москва сейчас сделает то, что демократическая Украина себя не может позволить. Выдавит крымских татар на материковую часть страны Украины, например, где они будут рассеиваться в Турцию или будут уезжать, будет покидать. То есть уменьшится до минимального какого-то количества, несущественного в будущем. А там уже когда-нибудь Крым вернется, и вернется уже полностью в украинском виде, без всяких автономий и прочих вещей. То есть главное, Россия за те годы, которые там Крым будет оставаться в ее составе, сделает то, что не может позволить себе демократический мир в отношении Крыма. Я с самого начала ваших рассуждений пропустил. Вы хотели сказать, что в Украине есть такие политики, конечно, которые что Россия сделает ту работу по отношению к территории, которую не может позволить себе сделать. Но если допустить, что такие политики есть, то это те политики, которые совершенно тогда, может быть, просто не разбираются, скажем так, в истинных замыслах России. И если Россия вдруг каким-то образом уничтожает твоего соседа или близко живущего рядом человека, то это означает, и тебя при этом не трогают, то это означает только лишь одно: твоя очередь еще не наступила. Если кто-то думает, что позволив, скажем так, тянуть со временем до оккупации Крыма или, скажем, не изменяя принципиально правовое регулирование статуса Крыма, таким образом можно дать России возможность вытеснить крымских татар, а потом вернуть Крым без крымских татар и как бы решить проблему взаимоотношений с крымскими татарами, то просто этот человек должен согласиться с тем, что если это случится, уже не будет и Украины. А господин Власенко, сколько еще будет тянуть с тем, чтобы убрать поправку, которая при его инициативе была внесена? Я напомню, это было постановление о декоммунизации в рамках закона Украины о декоммунизации. Вот когда дошли до декоммунизации крымских населенных пунктов, отложили его до момента деоккупации. Да? Вот если я не ошибаюсь, я вам как-то предлагал его все-таки вытащить к вам сюда на передачу, и, наверное, это надо сделать. Сделайте это, пожалуйста. Пусть вот он попытается это максимально на камеру искренне ответить, в чем его понимание этой ситуации. Хорошо. Речь идет о 75 названиях. Из них большинство, 70 это... 75 названий, которые были изменены в рамках декоммунизации. Но в законопроекте о статусе крымско-татарского народа есть просто общие фразы о возвращении топонимии. Да. О чем идет речь? О какой топонимии? Мы там, если вы видели, мы там очень четко указали оба варианта. Речь идет о топонимике, которая была изменена в связи с
тотальной депортации крымско-татарского народа. То есть принятие закона о статусе крымско-татарского народа, она тогда, в общем-то, как бы исключает все такие возможности, о которых мы сейчас с вами говорили, когда принимается правильное решение, но оно откладывается по времени для исполнения. Это закон, в случае его принятия, сразу решает эти вопросы, кардинально. То есть речь не идет о названиях, которые были после первой аннексии 1783 года? Мы там установили такой порядок, когда мы, конечно, написали, что вследствие, я сейчас точно формулировку вам скажу, но я думаю, не ошибаюсь, что измененные вследствие геноцида крымско-татарского народа 1944 года, да, мы указали эту дату. Но дело в том, что в нашем государстве, вы знаете, есть очень четкая система изменения нового названий новых. Для нас главное возвратить Крым хотя бы в то состояние, когда он был разрушительно изменен после депортации крымско-татарского народа. И другие, нельзя на каждый этап, связанный с переименованиями, найти универсальную какую-то формулу. Скажем, между 21 годом с момента создания Крымской АССР и до начала военных действий, или до 1944 года, были наименования новые, которые, скажем так, совершенно не имели отношения ни к крымско-татарской истории как напрямую, но эти названия тоже утратили свою актуальность, потому что они были искусственные. Создавались национальные районы. Сейчас нет носителей самого этого действия, да, и поэтому как быть с этими названиями. Поэтому мне представляется основной массив, будем говорить так, я не знаю, основной подавляющий массив был изменен после депортации. Есть важные места, как Кезлев, как Ахмечит, да, которые, то есть эти названия, они же псевдогреческие, да, это же не исторические названия. Естественно. Но вы видели, что, скажем, с Ахмечитом, просто для не всех, может быть, наших зрителей это будет понятно, особенно на материке, но вы видели, что по Ахмечиту мы потихонечку, если бы мы выходили уже на какую-то формулу, мы назвали новый поселок Ахмечитом, да? Мы начали дискуссию о том, что сколько лет Симферополю, и что Симферополь, если кто-то хочет его праздновать там с момента завоевания Крыма Екатериной, это название, оно искусственное, поскольку там был Неаполь, Скифский, 2500 лет, да? Мы в каждой ситуации можем идти, такими специфическими механизмами. С моей точки зрения, самое главное вернуть основной массив. Это то, что, понимаете, вы возвращаете то, что создавало дух, лицо Крыма, и потом вы начинаете дальше чистить все закоулки, которые за эти столетия российской оккупации, они были загажены. Ришат Аметов, человек, который стал первой жертвой, погибшим во время российской оккупации еще до проведения этого псевдореферендума. Он пропал 3 марта 2014 года, его тело нашли за день до псевдореферендума, 15 марта. Будет ли Украина давать ему какой-то статус, звание Героя посмертно? Что вообще с этим вопросом? Было много призывов признать роль Ришата Аметова в противостоянии оккупации. Я не поправляю вас, Усман, я просто знаю, что вы очень хорошо знаете, и вы один из тех, кто за этим все время следит. Он был насильственно, просто похищен перед видеокамерами. Да, перед видеокамерами. Был да, то есть он не пропал. Да, я это хотел сказать, да. И он был убит. И мы предполагаем участников этого преступления. По крайней мере, я всегда называю Михаила Шеремета, командира так называемого крымского ополчения, который как минимум не мог не знать, кто его увел, куда его увели, где его держали и когда его убили. Я думаю, что знает Аксенов, но придет время, когда все эти люди будут отвечать за эти преступления. Я не могу, скажем так, озвучивать и потом отвечать за действия администрации президента, но, по крайней мере, я, исходя из того, что я знаю,
решение принципиально принято. Я думаю, что мы в ближайшее время просто должны, как украинское общество, нам должны огласить этот указ о присвоении. Я просто знаю, что все обращения, которые были и от Мустафа Джемилева, от крымско-татарской общественности, от общественных организаций, они не остались незамеченными президентом. Давайте еще немножко подождем. С крымско-татарским батальоном на каком этапе будет он создан официально, не будет он создан, что говорит по этому поводу министр обороны Украины? Тема, которая, видимо, у многих набила оскомину, и, вы знаете, я как очень часто пытаюсь максимально сдерживать себя в руках до последних моментов, когда работаю над решением того или иного вопроса, и часто призываю, как некоторым иногда кажется, неоправданно, к спокойствию других. Но вот этот вопрос меня уже самого выводит из такого спокойного, такого, не спокойного, а из равновесия, вы абсолютно правильно сказали. Мы продолжаем работать и с Министерством обороны. Мы разговаривали недавно на эту тему и с президентом. Я все-таки, понимаете, это опять же для телезрителей, которые, может быть, не совсем в теме этого вопроса. Речь идет о том, что в Украине должно быть обязательно специальное такое воинское подразделение в составе вооруженных сил Украины, где должны быть созданы определенные минимальные условия, которые соответствуют религиозным, культурным каким-то традициям. И речь идет не только о крымских татарах, речь идет о тех людях, которые исповедуют определенную религию. Но кроме того, мы должны находить возможности для того, чтобы спасать тех молодых людей, которые подрастают в Крыму. Это крымские татары, это украинцы, это люди других национальностей, чьи родители не хотят, чтобы они служили в российской армии, а их там насильственно забирают. В России, которая распространила свои законы и на украинский Крым, обязательно военная служба, и они по 18 лет забирают детей на службу и посылают их по всей материковой России. Вы сказали, что с президентом говорили, что говорит президент Порошенко. И что вы можете рассказать? Никто не говорит «нет». Давайте. Ни Полторак, ни Муженко, ни президент. Более того, с Полтораком мы сделали после известных событий, если вы помните, совместное заявление, и он его озвучил. Это говорит, наверное, может быть, о последовательности некоторых наших политиков. Я сейчас больше всего имею в виду Министерство обороны. У нас были разные варианты, и мы должны были хотя бы какой-то из этих вариантов реализовать. Чтобы зрители, которые только присоединились к известные события 2 месяца назад представители вооруженных сил Украины, несколько представителей, скажем так, чтобы не кидать тень на вооруженные силы, в пьяном виде напали на аскеровцев на Чонгаре, близ границы с оккупированной территорией, с Крымом. После этого публично извинялись и признали свою вину. И вот в этот период времени господин Полторак, по-моему, вроде тогда согласился, на создание и... Я просто хочу сказать, что не реализация или не создание, или не своевременное создание этого батальона, оно только усложняет жизнь всем. В первую очередь тем молодым крымским татарам, которые поверили в эту идею и сейчас находятся на материке. Они ждут возможности служить в таком подразделении. Оно усложняет жизнь власти. Потому что происходят определенные процессы, которые, может быть, не совсем укладываются в действующее законодательство. Люди хотят служить, люди находятся в форме соответствующей, люди обустроили соответствующий лагерь. Это все надо узаконить. Итак, Рифат, люди хотят служить, крымские татары хотят служить в украинских вооруженных силах, они хотят служить в российских, хотят просто батальон в составе вооруженных сил, где, понимаем, по требованию религии. Не будет алкоголя, не будет свинины, где это какие-то минимальные требования. У нас очень часто не только политики живут слухами. У нас очень часто и должностные лица, на которых возложена законодательством огромная ответственность, но и огромные полномочия, они живут стереотипами. Кому-то кажется, что если вы выступили с определенной идеей, то вы извините меня, я использую слово, крышуете эту идею. Как будто вы будете иметь какие-то
если не дивиденды, то какие-то рычаги реализации этой идеи. И вот то, что касается батальонов, начиная с добровольческих этих батальонов, да, которые прямо уходили с Майдана на фронт, и они, в принципе, остановили расползание российской агрессии по Украине. В силу многих сложностей, которые потом происходили с этими батальонами, создали четкое представление о том, что вообще не может быть подобного рода подразделений. И даже тогда, когда сразу эта идея озвучивается для реализации в составе вооруженных сил Украины, некоторыми генералами это воспринимается как некая угроза для их, собственно, сферы деятельности. Вот такой подход я чувствую в отношении, то, что мы называем крымско-татарским батальоном или крымским батальоном. Кому-то в голову втесалось о том, что этот батальон, который впоследствии может вызывать какие-то проблемы. Хорошо. Батальон вызывает вопросы, потому что вызывает какие-то проблемы, крышевания. И эти люди, которые так думают, наверное, лучше всего знают про крышевание, потому что мне сложно понять, каким образом батальон, который по всей иерархии подчиняется и в структуре вооруженных сил, о каком крышевании может идти речь. То есть, если люди так думают, еще раз повторяю, значит, они лучше знают систему крышевания на отдельные батальоны. С топонимикой не то что крымско-татарскую после депортации, а даже декоммунизированную по крымским татарам не смогли. По крымско-татарской автономии сомневаются, и считают, что это опять угроза. Вообще, а какие сигналы мы можем отсюда давать крымско-татарскому народу, который живет на оккупированной территории? С чем мы можем за эти 3 года к ним прийти? Я думаю, что все эти сигналы, которые мы отсюда даем, они настолько открытые, они честные. Хорошо, с результатами. С какими результатами тогда мы можем идти? Вот я иногда задумываюсь, потому что приходится спорить. Вы тоже видите, наверное, в соцсетях... Первый результат, вся наша деятельность должна привести к тому, что Крым должен быть освобожден. И поэтому всю эту нашу деятельность и вы показываете, и государство, и я не знаю, и то, что делает Меджлис крымского народа. Все то, что мы делаем, оно направлено на то, чтобы возвратить Крым. Насколько это эффективно и неэффективно, надо рассматривать в контексте всех тех процессов, которые происходят в международной политике, и то, что происходит во многих событиях, связанных с Россией. Мне представляется, мы здесь должны идти дальше и добиваться того, чтобы в целом давление на Россию приобретало бы еще более жесткие какие-то вариации. Имеется в виду углубление санкций, ужесточение их, и другие моменты. То, что касается в отношении изменения законодательства Украины, мне представляется, еще рано делать какие-то выводы. Будем все это рассматривать в ходе обсуждения и принятия закона. Но в любом случае необходимо исходить из того, что неосуществление кардинальных шагов, которые ожидают в Крыму, это будет ударом не только по крымским татарам и по Крыму, это будет ударом по Украине. Поэтому политики из этого должны исходить. 18 мая этого года. Мы понимаем, что власти, скорее всего, оккупационные опять не позволят даже собираться крымским татарам, не то что о проведении каких-то массовых митингов. Будете ли вы обращаться к крымским татарам в Крыму и к чему будете призывать? Мы провели уже, мы создали рабочую группу при Меджлисе крымского народа. Мы провели консультации со многими людьми, которые живут в Крыму. И буквально в ближайшую неделю мы предложим наши предложения по шануванию памяти жертв депортации в Крыму. И я не сомневаюсь, что очень многие крымско-татары последуют тем предложениям, которые мы публично изложим. Я могу сказать о начале наших предложений. В Украине, по всей Украине будет минута молчания. Это будет решением рабочей группы Кабинета министров Украины. Мы думаем, что минута молчания будет ровно 12 часов. На материковой части Украины это будет
в различных формах. Это будут и шумовые такие, да, сигналы и тому подобное. Клаксоны автомобиля, да? Да. И в то же время, это, я надеюсь, в этот день будет сессия, это будет минута молчания депутатов, наверное, в коллективах мы всех призовем, мы обратимся к украинским телевизионным каналам. Ровно в 12 часов мы призовем всех крымских татар и их соседей, независимо от национальности, выйти за пределы вот своих домов, стать возле своих домов со всеми домочадцами и осуществить дуа, молебен по жертвам депортации, то есть минута молчания в виде короткого такого молебна, дуа. Многоэтажных домов мы попросим всех, мы призовем всех людей спуститься во двор и из своих подъездов все это делать. То есть мы исходим из того, что десятки тысяч людей по всему Крыму ровно 12 часов. То есть, я правильно понимаю, то, что предлагается на материковой части, это то, что не будет совершенно безопасно и для жителей Крымского полуострова, но при этом будет демонстративно и показательно. Да, разумеется. В общем, мы думаем, что некоторые вещи, они будут массовые, и вы знаете, что в предыдущие годы мы находили такие формы, и люди следовали нашим таким призывам. Мы не хотим никого никоим образом, уже каким-то образом усложнить его жизнь, или мы не призываем там каким-то действиям, которые немедленно закончатся арестами этих людей и их кинут в тюрьмы, но в тот день, когда мы всегда и в самых тяжелых условиях отмечали молебнами память погибших, когда мы выходили в условиях Советского Союза в определенные места, сегодня тем более мы обязаны это делать, и люди к этому готовы. Кстати, сегодня тоже один из таких памятных дней, да, для крымских татар. 17 апреля. 17 апреля. Это да, когда во дворе спасибо, что вы... НКВД в Симферополе были расстреляны фактически вся крымско-татарская интеллигенция. Спасибо, что вы это упомянули. Вы знаете, и вы это хорошо знаете, и практически все крымские татары нас знают, а для других мы скажем о том, что такой короткий период, но такого заигрывания с крымско-татарским народом советской власти, он закончился в 1928 году. В 1928 году, когда расстреляли председателя ЦИК Крымской республики Вели Ибраимова, а перед этим уже начались гонения на крымско-татарскую интеллигенцию, обвинения в национализме. И, кстати, первое обвинение в буржуазном национализме, это все обкатывалось в Крыму. И обкатывалось именно... Первое в СССР. Первое в СССР. И там уже вспомнили и Турцию, там и вспомнили желание и татаризация уже, да, которая считалась таким большим благом, и крымс-татары действительно это оценили, и вдруг все это было прекращено. Но потом уже началась одна из первых массовых, регион, где массовые коллективизации были первыми, колхозы строили, это тоже был Крым, это тоже, в общем-то, был такой тестовый полигон. И в 30-е годы, в начале 30-х годов более 30 тысяч крымс-татар, которые были раскулачены и выселены. И вот 1938 год, 17 апреля, это уже пик, когда собрали и расстреляли всю интеллигенцию, в том числе и политиков, которые в 17 году создавали первый Курултай крымско-татарского народа. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был в спецвыпуске «Бугунь», а завтра «Бугунь» выходит в обычном режиме. Встречайте в этой студии Айдара Буждабаева и Ирину Румалийскую. Я с вами встречусь в среду в составе нашей пары Оксана Денисова и я.